Везде, всюду была коррупция. Вам уже показали тем, что когда в 2020 году, в октябре месяце, во главе с Адамом Божевичем новая власть пришла к власти, управления государством, по нашим данным, коррупция была охвачена вся страна, все общество. Приблизительно это было на уровне 70-80%. Это что означает? Везде, всюду была коррупция. Начиная с садиков, заканчивая до кабинета президентов, была коррупция. Что нужно было делать? Было полностью разложено, произошло разложение структуры управления государством. Я вам приведу один пример, что когда произошло столкновение в Баткенской области с таджикскими военнослужащими, когда у нас произошел этот конфликт, что у нас случилось? В мае, то есть это произошло в мае, 30 апреля, 1 мая 2021 года. Это было полгода, как мы пришли к власти. Мы вышли с ними, как говорится, конфликтоваться ни с чем. У нас ничего не было. Вот здесь сидят наши военные, они не даст мне соврать. У нас ни одна машина, боевая машина, не завелась. Ни одна машина не вышла на защиту Родины. Так? Наши солдаты Министерства обороны, в основном солдаты пограничной службы, выходили только с автоматами и пистолетами, произведенные 50-40 лет назад. Ничего у них не было. Даже у них бронежилетов не было, чтобы одеваться, выходить. Поэтому у нас потери были большие. Так. Наши солдаты пограничной службы выходили охранять государственную границу на тех УАЗиках старых, которые нам выдавали лет 10, 15, 20 лет назад. Или на этих портерах. Выходили и прямо на портере садились и охраняли государственную границу. У них других боевых машин не было. Не было возможности одеваться, охраняться. Зарплата была 15-17 тысяч самых. То есть практически государство даже не смогла обеспечивать свою национальную безопасность. Уже не говоря о других отраслях нашего общества. В таких условиях нам пришлось начинать работать, и благодаря активной позиции нашего уважаемого президента Садама Божевича и хорошей слаженной работы команды его пришли к сегодняшнему дню. Сегодня какая ситуация? Я сразу же скажу, что какая ситуация, я уже вам рассказал, какая ситуация была в Министерстве обороны, погранслужбе. Сейчас какая ситуация? Тогда, когда у нас случился этот конфликт, у нас была только единственная одна машина, бронированная, гражданская машина, джип был, который нам когда-то, оказывается, подарил Крим-авторитет Эркин Мамлеталиев. Так? У погранслужбы единственная машина была. С этой единственной машиной мы возили боеприпасы, там, где происходили столкновения, и вывозили оттуда наших убитых или раненых солдатов. Другого выхода не было. Единственная машина была. И то эта машина была гражданская. А сейчас какая ситуация? После мы начали вести работу слаженную. В данный момент ситуация кардинально изменилась. В вооруженных силах, погранслужбах. В данный момент наши вооруженные силы являются одним из самых боеспособных в Средней Азии. Ситуация изменилась. В данный момент в погранслужбе имеются новые бронированные автомашины, изготовленные по нашему заказу в Дубае, так, солдаты на чем ездят. Новые бронированные автомашины, заказанные нами в России, «Тигры». Всего их энное количество, несколько, уже сотен машин. А в данный момент все склады, есть новые склады, вары, полностью боеприпасы, вооружение, военная техника полностью обеспечена у нас. Поэтому спокойно живем, спокойно стало, все решается, все вопросы
стали на свои места. Так? Более того, в данный момент у нас имеется уже в открытых источниках, это тоже есть, это можно объявлять, и все это вы тоже знаете, что самые современные беспилотники БПЛА находятся в Кыргызстане, начиная Байрактаров, Аксунгуров, Акинджи, все находятся только у нас в Средней Азии, только у нас в Кыргызстане, все виды. Так? Поэтому мы уже, как говорится, не то, что боимся, не боимся, мы уже обеспечены тем, что можем обеспечивать свою безопасность своей страны. То есть у нас уже ситуация кардинально изменилась.